Вот оно, грузинское кладбище на Яштухе. Это верхняя сторона. Я помню, недавно люди просили меня сделать видео по крайней левой стороне. В моих видео можете увидеть центральную сторону, вон ту, центральный проход с лестницы. А сейчас я пойду по левой стороне. В общем, там было непроходимо, но коровы сделали свое дело. Сделали маленькие проходы, люди их дочистили, и сейчас там относительно можно ходить. Ну, не везде, конечно. Ну, в общем, вот так. Как бы. Могилы богатые, но их деревья убивают с годами. Вот лет 10 эта могила вся развалится. А так хорошо отделано. В общем, тут это кладбище не очень-то от вандалов пострадало, но разрушено очень много разрушений. Но оно чисто природного характера. Очень много деревьев тут, самосады, люди сажали их до войны. Ну, как бы выглядит оно вот так все. Вот ольха растет прям. Ну, лет 5, и она будет здоровая. А потом здесь уже не пройти будет. И как бы вот так. Я вижу новые, могилки, которые были очень заросшие. Их кто-то почистил. И... Ну, это не наша работа, но я очень рад, что люди ухаживают. Вот тоже была заросшая могила. Кто-то памятник поднял, на место поставил. Но он криво стоит из-за дерева. Как любят говорить за границей, тут местные их ломают, скидывают. Это тоже лежал памятник, но уже стоит. И вот мы заходим в непроходимую часть кладбища. Здесь буквально недавно было просто не вариант ходить. Как бы вот деревья упавшие. И оно накрывает 4-5 могил. Если кто-то своих увидит, пишите, звоните. Вот небольшая, хорошая могилка, добротная. Один человек похороненный, но вот такие самосады здесь стоят, которые разрушают всю могилу. Вот дерево прямо в ограде растет. И вот так выглядят могилы, которые вообще никто не ухаживает. Растет здесь ежевика, колючка. Вот деревья. Вот этот проход появился абсолютно недавно. Может, год, наверное, как. Здесь расчистили все. Галанин. Евреи здесь тоже. Евреев тоже хоронили. Вот так вот выглядит. Вот дерево упало, оторвалось. Вот такие деревья сейчас стоят. Ну, могилы много вижу ухоженных. Уже с десяток. Мы здесь ухаживаем. Тоже где-то с десяток могил. Вот так вот выглядит. И вот так выглядит заросший.
войти в них просто не вариант. Вот так вот. Вот так вот упали. Вот деревья прям в ограде растут. Ну как в ограде. Забор тут, по всей видимости, был, но его спилили. Это после войны, наверное. Вот я вышел на центральную сторону. Вот памятник упал. Опять же он просел. Тумба просел, и он просто съехал. Ни анкеров нету, ничего нету. Вот памятники тоже упавшие. Тут стоит. Вот так вот оно выглядит. И как бы вот так. Вот там мы сейчас работаем. Приводим в порядок. Тоже стояли деревья. Очень много. Все выкорчевывали мы буквально 2 года назад. Вот уже 2 года мы ее поддерживаем, чтобы она была в чистоте и в порядке. Вот так вот оно все выглядит. Ну как бы кладбище запущенное. Деревья падают, ломают ограды, ломают памятники. Ну, как бы очень сильно страдает. Вот, кстати, тоже недавно люди, видимо, сумели добраться и привести в порядок. Вот в таком вот все состоянии. Вот тоже 1, 2, 3, ух ты, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деревьев, которые в очень скором времени станут очень большие. Даже вон 10, 11, 12. Камфора. Скоро расцветет. А высота здесь, я вам так скажу, ну 2 метра от уровня земли стена. Вот так вот все выглядит. В той стороне Верхняя Яштуха, Чамба. Там вот Цели. И вот в каком состоянии видите кладбище. В очень запущенном. Хотя тут есть и местные как бы. Но в основном, если люди как бы не приезжают, то Заури Михаил Зари. Вообще ничего не прочесть точнее. Молодой парень похоронен, здесь взрослый. '91 года ребенок похороненный. Тоже родовое чье-то.
Вот здесь тоже несколько человек, трое вон. Просто все в запущенном состоянии. И ходить здесь очень сложно. А так, в общем, если стоять спиной к Дзидзаре и смотреть на высоковольтный столб, то я вот по левой стороне сейчас блуждаю. И тут реально, когда люди говорят найди, там примерные ориентиры дают. Вот вы представляете, как здесь искать? Тут, чтобы одну эту сторону пройти просто от начала до конца, неделю надо прочищать каждый ход. И вот там вот дорога. Через раз, два, три могилы. И вот так оно все запущено. Заросшая сторона. Вот склепик. 78-90 год. Последнее захоронение. Вот в таком вот состоянии. Военный какой-то, по всей видимости. Вот могилку привели в порядок. Очень аккуратненько люди сделали. Покрасили. Молодцы. Очень рад, что так. Что есть люди, кто просто смотрит. Собака. И вот так вот. Вот центральная дорога. Вот здесь идет улица на Дзидзаре. Ну, здесь относительно люди уже привели в порядок. Так вот все. Очень много запущенных. Невероятно много. Мой Чарлик. Вот так вот оно все выглядит. Вот нами поддерживается тоже дорожка. Постоянно им ее чистим. Хотя тут многие люди у себя чистят и на проходы все кидают. Но мы периодически здесь проходим, чистим. Еще нам местные помогают тоже иногда. Дерево упало. Приехали, хотели обрезать ветки, их уже кто-то обрезал. Вот так вот выглядит. Здесь тоже недавно почистили люди. Здесь запущено было, следующее было запущено.
Все вычистили. Молодцы. И вот мы опять вернулись. Вот так вот все выглядит. Вот в таком вот все состоянии. Если кто-то увидел своих родственников или знакомых, пишите. Одноклассники, WhatsApp, Viber. ВКонтакте мы тоже есть. Вот так вот все. Вот могила очень старая, очень, но фотки нету, надписи нету. И вот так вот все в плачевном состоянии.